Вертикальный километр остался позади. В Ингушетии завершился второй этап Кубка России по альпинизму «Скайранинг». При таком раскладе и врачи не страшны. Аниматоры пришли на помощь медикам в детском саду «Подснежник» в Карабулаке. Сохранить и передать эстафету потомкам. Как уберечь планету от саморазрушения? Рассуждаем во Всемирный день Земли. Это новости 24. Добрый вечер. В Ингушетии завершился второй этап Кубка России по альпинизму «Скайранинг. Вертикальный километр». В воскресенье выдвинулись покорять Столовую гору 28 участников. Все прошло без эксцессов, добрались до храма Миоцели и благополучно спустились обратно. Это время шло в зачет. О победителях и призерах соревнований в Джейракском районе расскажет Амирлан Хамхоев. Второй день чемпионата по скайранингу выдался еще более насыщенным, чем первый. 28 спортсменов пытались пройти этот нелегкий маршрут протяженностью 20 километров как можно быстрее. Финиш был там же, где и начинается забег. Ну а разворачивались спортсмены обратно, только добежав до храма Миоцели. На первый взгляд задача практически невыполнимая – бежать в гору несколько километров. Но для этих ребят нет ничего невозможного. Легкоатлеты, альпинисты, да и просто люди, ведущие здоровый образ жизни. Здесь нашлось место для каждого. С внушительным отрывом от соперников первое место в забеге взял победитель вчерашнего вертикального километра. Довольно-таки было непросто, хотя вроде бы далеко не все сильнейшие были из скайранинга России здесь. И все же в гору удалось оторваться от преследователей, от Виталия Шкеля, от Владимира Радыгина. И отрыв был большой, и со спуска где-то сыро было, там снег наверху. В целом не холодно было, но грязновато. И со спуска где-то я пытался осторожничать, чтобы не упасть, там, не травмироваться. Потому что были такие места, где можно было в динамике, если на быстрой скорости, стопу подвернуть или еще что-то. Пока судьи обсуждают результат победителя, приближается к финишу и обладатель второго места. За ним с незначительным отрывом идут спортсмены, которые будут стоять на ступеньках пониже, на пьедестале почета. Для Дмитрия Голикова эти соревнования стали отличной возможностью проверить свои физические кондиции. Есть куда расти. Четвертое место для него далеко не предел. Гонка достаточно интересная, но мы трассу готовили 2 дня, устали, и вчера устали. Вот четвертый. Я занимаюсь скайранингом с 2016 года. А помимо него, даже до него, горным туризмом занимался немного. А так, я не спортсмен. Сейчас уже, сейчас спортсмен, до этого не был. В забеге участвуют и девушки. Первая из представительниц прекрасного пола, которая спустилась вниз, Елена Рухляда. Бывший член сборной России по легкой атлетике, обладательница множества наград в этом виде спорта. Сегодня она показала очень достойный результат. Так как женского зачета на этом старте нет, поэтому просто я хотела быстро пробежать вверх, как тренировку сделать. У меня это удалось, а вниз мне уже было все равно, и соревноваться не с кем было, и мужчинам я не соперница, поэтому просто бежала и, видами наслаждалась. В забегах участвовали и местные ребята. Учитывая то, что они о соревнованиях узнали накануне старта, результат показали просто превосходный, считает главный судья чемпионата. Очень радостно, что где-то около 8 человек, это из Ингушетии ребята, и причем неплохие времена показали. В 6 вошел один из них, и в 12 заняли еще 2. После того, как все спортсмены спустились вниз и подкрепились, настало время для награждения. Победителем 20-километровой гонки стал Погнуев Алексей Владимирович, Екатеринбург. Он награждается золотой медалью, большим кубком и денежным призом. Завершилось все традиционным общим фото. Чемпионат по скайранингу в Ингушетии будет проходить ежегодно. И, несомненно, интерес населения к этому виду спорта и поток туристов будет с каждым разом только увеличиваться. Амирлан Хамхоев, Рамзан Зурабов, Новости 24. В детском саду «Подснежник» в Карабулаке прошел профилактический осмотр детей. Врачи всех направлений городской больницы совместно со специалистами Республиканской детской больницы и перинатального центра обследовали больше 400 детей. Чтобы малыши чувствовали себя более раскованно, пригласили аниматоров. Подробности в репортаже Светланы Томовой.
Невролог, хирург, стоматолог, ортопед – это не весь список врачей, которые сегодня ведут прием маленьких пациентов. Десятки родителей с детьми столпились у входа к специалистам узкого профиля. Если раньше им приходилось искать нужных врачей в больницах, то сегодня медики приехали в детский сад со всем необходимым оборудованием. Здесь можно не только пройти медосмотр, но и сдать анализы. Такому визиту специалистов родители очень рады, потому что уверены, лучшее лекарство от болезней – своевременная профилактика. Ну, как маме, вот, например, я не могу их разом отвести к врачу, да? Они же к разным специалистам должны попасть. А когда такая акция проходит, очень удобно. Специалисты очень квалифицированные. В принципе, сомневаться в их компетентности не стоит, на мой взгляд. Это очень удобно. Каждый специалист очень детально подходит, скажем так, к своему делу. Очень хорошие осмотры проводят. И самое главное, дети тоже довольны. Это очень хорошая акция. У нас с нашей семьи только 3 детей находятся в этом садике. Это большая помощь для нас. Не надо никуда ходить, стоять в очередях. Приехал, все специалисты на месте. Обслуживание идеальное. Маленькие пациенты сегодня людей в белых халатах не особо боятся, ведь в перерывах их развлекают аниматоры. Они не просто снимают напряжение, но и провожают особо боязливых малышей до кабинета врача, превращая это в своеобразную игру. Аиша Дзейтова уже успела побывать у некоторых специалистов и с гордостью об этом делится. Мне стоматолог сказал, чистить зуб по ночам, по утрам, что они не были плохими. Если зубы не чистить, и будут кусать, вот как у меня. Ранняя диагностика болезни в большинстве случаев увеличивает шансы на успешное лечение. В ходе медосмотра педиатры также по различным показаниям на месте делают необходимые прививки. Все идет у нас по плану. Вновь выявленные заболевания есть. Это в основном лор-патология и по заключению УЗИ 2 патологии, которые матери раньше не выявляли. Будем в дальнейшем этих детей наблюдать, смотреть и оценивать оценку состояния. Чтобы все прошло без каких-либо эксцессов, за приемом маленьких пациентов наблюдает председатель Общественного совета Минздрава Лейла Амирханова. Она отмечает, что детям уделяется максимальное внимание со стороны врачей, и такие профилактические осмотры просто необходимы. Здесь находятся все специалисты, и желание узнать, болеет ли их ребенок чем-нибудь, сегодня велико. И общаясь с мамами, мы видим очень много деток в коридоре. Сегодня главврач пригласила сюда героев мультфильма. Мы видим, как они занимаются. Вот это какое-то праздничное, веселое настроение передается, конечно, и деткам. От того, что большие очереди, никто не хочет уходить, не обследовав. С уверенностью можно говорить, что этот день стал продуктивным и для медиков, и для пациентов. Врачи Карабулакской городской больницы со всей ответственностью отнеслись к этому мероприятию. Этот профилактический осмотр не только позволил кому-то на ранних этапах выявить скрытые заболевания, но и стал для родителей, чьи дети находятся в этом детском саду, прекрасной возможностью сэкономить свое время и деньги на поездку к врачам. Все специалисты приехали, никто там не капризничал, что выходной, что там нет. С удовольствием приехали, с детками общаются. Немножко, чтобы дети себя комфортнее чувствовали, пригласили аниматоров, чтобы их развлекали, те группы, которые ждут. То есть дети вот с утра с родителями находятся в своих группах и поочередно по одной группе приводим. И здесь хороший медицинский блок. Как отмечает министр здравоохранения, в республике по поручению главы Ингушетии Нузбека Евкурова принята специальная программа по обследованию детского населения. По ней отдельными пунктами выделены некоторые аспекты, один из которых – это изначальное обследование всех детей, учащихся в общеобразовательных и дошкольных учреждениях. Вы сегодня здесь видите, что на обследование для детей здесь находятся специалисты всех профилей, абсолютно. И сюда приглашены специалисты, которые работают не только прикрепленные к Карабулаку, но мы также пригласили специалистов из наших республиканских учреждений, то есть тех врачей, которые имеют больший опыт, высшую категорию, для того, чтобы обследовать этих детей вне зависимости от того, есть жалобы, нету жалоб. Врачи, проводящие профилактическое обследование, призывают родителей отнестись к нему со всей ответственностью, ведь здоровье детей превыше всего. Светлана Томова, Адам Далаков. Новости 24.
Сегодня Всемирный день Земли. К этой дате приурочили свою акцию «Сохраним планету» студенты Ингушского государственного университета. Презентация, доклады и даже химический эксперимент. В репортаже Ирины Цичуевой. Вот так легко и безжалостно человек разрушает собственную планету, но потом сам оказывается в ловушке. В этом эпизоде все как в жизни. Правда, в отличие от времени смонтированного, в реально еще есть шанс спасти экологию от разрушения. Такие полезные акции в университете давно стали доброй традицией. Цель у них одна – сохранить и передать эстафету потомкам. Я вас всех призываю, чтобы мы с вами берегли нашу землю, чтобы мы берегли свою родину, чтобы мы с вами берегли и нашу республику. Каждый человек, если начнет себя беречь, окружающую нас среду, будет пользы много. Впрочем, призывают здесь сохранить окружающую среду каждый по-своему. Пока одни презентуют захватывающие видео, которые действительно заставляют задуматься, другие посвящают природе не менее трогательные песни. Можем превратить наш мир в цветочную аллею. Планета держится на тех, кому не безразлично. Берт Кулбужев – участник экологического движения «Экодозор». В свободное время от занятий он с сотрудниками клуба проводит экологические субботники. Считает, что все намного серьезнее, чем мы думаем. Каждый из нас есть часть Земли, правильно? Если мы каждый из нас будет знать свои обязанности, свой долг перед самой Землей, перед тем, как люди должны соблюдать чистоту, как соблюдать те или иные правила для сохранения нашей окружающей среды, для того, чтобы наша земля расцветала, нужно почаще напоминать нашей молодежи и нашим людям, как это важно. Наш университет решил организовать это мероприятие и привлечь как можно на максимум больше молодежи. Тут присутствуют не только наши студенты, но еще и случайные прохожие. Экологическое движение на базе университета успешно функционирует уже несколько лет. Идея его создания принадлежит магистру университета Луизе Бековой. Участвуют в ней не только студенты ИГУ, но и ребята из колледжа республики. Общие мысли и любовь к природе объединила ребят на развитие этого благого дела. Участвуем именно в выявлении экологических нарушений, именно несанкционированных свалок. И эта проблема у нас в Республике Ингушетия пока до сих пор стоит, но могу сказать, что у нас уже идет удовлетворительное состояние Республики Ингушетия. Проводим мероприятия различные. Помимо этого выезжаем на различные субботники. Недавно мы ездили с комитетом по делам молодежи, выезжали в горы, проводили субботник. После этого проводили и у нас в республике, то есть, например, в свой университет. Не раз мы собираемся на субботник, очищаем нашу местность. За 2017 год в Ингушетии ликвидировано множество несанкционированных свалок, которые не только портят воздух, но и почву. Участники движения «Экодозор» каждый день своими мероприятиями доказывают любовь к экологии. Ведь действительно, если поднять фантик, бутылку, выбросить в урну, мир ведь становится намного чище. Поэтому не оставайтесь в стороне, ведь мы часть этой планеты. Ирина Цичуева, Магомед Урусханов. Новости 24. Народный артист Ингушетии, заслуженный деятель искусств республики Алихан Тимурзиев в эти дни празднует свой юбилей. Поздравить именинника собралась вся творческая интеллигенция региона. Сотрудники государственных и муниципальных ведомств. Творческий вечер прошел в Назрановском доме культуры. На концерте побывала наш корреспондент Дана Плиева. Открывает концерт танец солиста госансамбля Ингушетия. Под звуки гармонии хрупкие грациозные горянки, словно лебеди, раскрывая свои белые крылья, представляют всем гостям праздничного вечера виновника торжества. Народный артист Ингушетии, заслуженный деятель искусств республики, 17 лет проработавший аккомпаниатором в государственном ансамбле танца РЗИ. В этот праздничный вечер Алихану Тимурзиеву исполняется 60 лет. Организовал концерт госансамбль Ингушетия, где уже 8 лет юбиляр является музыкальным руководителем. С приходом Алихана Алудиновича в ансамбль Ингушетия оркестр наш преобразился, появились новые произведения в нашем оркестре. Мастер своего дела. 60 лет – это немалый срок. Мы его ни в коем разе на пенсию не отпустим. Он у нас еще будет работать. Я бы ему хотел пожелать, в первую очередь, хорошего здоровья. Поздравить юбиляра пришли сотрудники государственных, муниципальных и районных ведомств республики. На концерте присутствовал и министр культуры и архивного дела Ингушетии Марит Газдиева.
Я от всей души поздравляю его с юбилеем, желаю ему долгих лет жизни, огромного роста еще в дальнейшем в творчестве, ну и всех благ. В зале прозвучало множество поздравлений в адрес Алихана Тимурзиева, и все они искренне проникнуты уважением к творчеству юбиляра. Особой креативностью отличился мэр Назрани Алихан Тумгоев. Алихана Тимурзиева поздравили и коллеги по цеху. Художественные руководители различных вокальных и хореографических коллективов не только спели и станцевали, но даже рассказали множество забавных историй из жизни юбиляра. Проработав с ними бок о бок все эти 40 лет, для них он уже давно стал родным человеком. На концерте также выступили артисты ингушской эстрады Лемон Альгиева, Алаудин Исмурзиев и Рахман Беков. А вот творческое трио из народных артистов Тимура Дзейтова, Адама Кадзоева и Руслана Зангиева, с которыми выступил и сам юбиляр, подготовили попурри, отрывки из нескольких известных музыкальных произведений. И задумка была такая вот, начать с какой-то вот патриотической темы. Вот. Мы сделали одну, вторую вещь туда вставили. Они абсолютно разные, разнохарактерные. Репетировали мы совсем мало это попурри, буквально за полчаса. Человек, влюбленный в свою профессию. Коллеги и близкие зовут Алихана Тимурзиева истинным музыкантом. И сегодня все они поздравляют его с 60-летним юбилеем. Желаю ему творческих успехов и крепкого здоровья. Дана Плеева, Магомед Урусханов, Новости 24. Всероссийская акция «Библионочь» прошла накануне по стране. Это время, когда библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Впервые акция была инициирована в 2012 году. В Национальной библиотеке Ингушетии, к примеру, обсудили книгу молодого автора Билана Дзугаева. Рассказывает Зелимхан Калоев. Библионочь начинает с весьма символичного видеоролика, презентованного еще в 2015 году в рамках проекта «Точка возврата» сотрудниками Национальной библиотеки. Они же и открывают в этом году масштабную акцию. Главной темой нынешнего фестиваля стала магия книги. И, конечно, раз речь идет о магии, то мы легко будем сегодня перемещаться в литературном, да и не только в литературном пространстве и времени. Из нынешнего быстрого, жесткого и прагматичного 21 века мы переместимся в век 19. Первый участник встречи – молодой писатель Билан Дзугаев, родился в Таганроге, где, к слову сказать, 127 лет назад на свет появился известный писатель Антон Павлович Чехов. В своем творчестве Дзугаев поднимает важные как для ингушей, так и для человечества в целом темы. Положение личности в переломный момент истории народа, кровная месть и его последствия, традиционные ценности в современном мире. Книга называется «Стон земли», может, кто-то ее читал. Ее издали в октябре 2017 года. Мы проводили презентацию, некоторые из вас там даже были. Туда входит повесть и 10 рассказов. За повесть «Стон земли» Дзугаев был удостоен годовой стипендии Минкульта России. Коллеги по Перу книгу оценивают по достоинству. Когда я первый раз прочитал, познакомился с творчеством Билана, это действительно правда. Я, если громко сказать, я был поражен. Мне очень понравилось его творчество. И не только язык, и не только содержание, но еще если можно сказать, его то, что он говорит, психология, психологизм. Анзор Аушев с автором повести знаком хоть и давно, но само произведение прочитал лишь недавно. Помнил себя, когда я читал «Исмовиков». Вот так же захватывающий, и просто сменялось время, молитва, покушать, и какие-то еще дела. А тут то же самое, я поймал себя на этой мысли и начал задавать вопрос, а почему, а что такого он написал. Знаете, язык очень доступный, очень интересно такие сарказм, некая, может быть, как сегодня Хаваш говорил, на цитаты то, что можно разнести. Было интересно, где он, описывая
персонажа, который как бы не очень ему нравится, наверное. И там он был выше меня, но это ему не достижение, при моих-то 1,62 м. То есть вот такие вот некие моменты. Ну и, конечно, классно у него очень хорошее, мне понравилось в двух, и в повести, и в одном из рассказов, где он перечисляет тягот, да, тяжелые моменты, бремя, которое выпало на народ. А тем временем дискуссии продолжились, и это неудивительно, ведь в зале собралась вся литературная интеллигенция Ингушетии. Поэтические чтения, мастер-классы, книжные ярмарки. Библионочь в этом году отмечает и 200-летие Ивана Тургенева. Гости вечера подробно знакомятся с творчеством великого классика. Кроме того, участникам фестиваля предстоит соревноваться в конкурсе блиц-переводов стихотворений в прозе Тургенева. У нас сегодня также в гостях актеры Русского государственного музыкально-драматического театра, которые представляют музыкальные номера на произведения Тургенева, музыкальные и литературно-художественные. В интернете появилась литературная карта мира. И вот по аналогии с этой литературной картой мира мы тоже сегодня будем составлять литературную карту Ингушетии, карту литературных героев, карту знаменитых наших книг. Ну, викторины по произведениям Тургенева, видеоролики, конкурсы. Очень обширная программа. Библионочь проходит в России уже в 7-й раз, а республика присоединяется к фестивалю уже 3-й год подряд. И такая добрая традиция объединяет в этот вечер классиков, ценителей искусства и просто книголюбов. Зелимхан Калоев, Тимур Карахоев, Новости 24. Турнир по волейболу среди девочек прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе в Яндере. За переходящий кубок боролись учащиеся 9-11 классов школ Назрановского района. По итогам первого этапа определились 3 команды победителя. Репортаж Мадины Пугоевой. Сосредоточенность и полный контроль над эмоциями, которые периодически берут верх во время самых напряженных моментов в игре. Этому свою команду на протяжении 4 лет учит капитан Фатима Келигова. Упорный труд и постоянные тренировки позволили девочкам наловчиться в этом виде спорта. Юные волейболистки умело подают и принимают мяч. И хотя для девочек это всего лишь любительский спорт, сплоченность и правильная тактика уверенно ведут команду к победе. Тренируемся каждый день, стараемся всегда быть на первом месте. И хотим всегда быть первыми. Ну, у нас есть девочки, которые кто-то дальше кидает, кто-то может нормально броски отдавать. Девочки, которые бросают дальше, мы ставили назад, чтобы они смогли подальше отбросить мяч. А те, кто у сетки стоят, они лучше забрасывают рядом с сеткой, чтобы гол был. А вот команда из Яндари уступает своим соперникам почти во всем. Играть в волейбол старшеклассницы начали совсем недавно. С техникой девочки не дружат, а верную стратегию даже не обсуждали. Зульфия Падиева признается, правильный подход к этой игре лишь половина успеха. Самое главное упущение – это отсутствие командного духа, без которого рассчитывать на победу и вовсе не стоит. Они стояли там, думая, она подбежит и бросит его. И еще из-за того, что от сетки этот мяч, мы нехорошо брали этот мяч оттуда. В первом этапе переходящего кубка старшеклассницы из Яндари уступили соперницам из Кантышевской 3-й школы. На очереди следующие 2 команды, которые также будут бороться за право сыграть с лучшими волейболистками из Назрановского района. Впрочем, для этого придется хорошенько постараться, ведь судить каждую будут строго и в соответствии с правилами. Выход мяча за линию или попадание мяча в сетку при подаче, или 4 касания игроками. Это считается гол. И команде присуждается, противоположной команде присуждается очко. Волейболисткам из 1-й школы Кантышева еще предстоит сыграть в первом этапе кубка. И хотя фавориты игры уже определились, членам команды это только на руку. Они уже успели заметить сильные и слабые стороны своих будущих соперниц. Сдаваться девочки вовсе не намерены. Мне кажется, многие девочки, они очень хорошо играют, но у них иногда не бывает сложностей. Я думаю, что у нас есть возможность победить. У нас в школе есть волейбольный кружок, и мы там каждые 2 раза в неделю мы там готовимся к соревнованиям. По итогам первого этапа определятся 3 победителей, которые сыграют между собой за звание лучшего. Кто везет домой кубок администрации Назрановского района, решит честная и бескомпромиссная борьба. Мадина Пугоева, Тимур Карахоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.